ОАО «Таджиктелеком» отсрочили уплату налоговых задолженностей. В Таджикистане приостановили продажу ДОК-1 МАКС после гибели 19 детей в Узбекистане. В Душанбе впервые провели операцию по разделению детей, приросших друг к другу. 2 граждан Таджикистана приговорили к длительным срокам за изнасилование и убийство пенсионерки. Правительство Таджикистана поручило отсрочить уплату налоговых задолженностей национального оператора телекоммуникации страны ОАО «Таджиктелеком». В соответствующем постановлении, принятом правительством 20 декабря этого года, говорится об отсрочке уплаты по налогам и процентов в сумме свыше 67,2 миллионов сомони на 1 год. Документ опубликован на портале правовой информации Минюста Республики сегодня, 30 декабря. Данное подведомственное предприятие службы связи при правительстве страны за последние годы находится среди наиболее крупных должников по налогам. Ранее, летом нынешнего года, глава налогового комитета Нусратулло Давлатзода сообщил на пресс-конференции, что примерно 43% от общего объема налоговых задолженностей приходится на 3 юридических лица. Это ГЭС Сантуда-1 244,6 миллионов сомони, Таджиктелеком и его структуры 123,3 миллиона сомони и ОАО «Рагунская ГЭС» 55,8 миллионов сомони. Минздрав Таджикистана сообщила, что из аптек страны изъят индийский препарат ДОК-1 МАКС, после приема которого в Узбекистане скончались не менее 19 детей. Нурмухаммад Гульзода, глава службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью Таджикистана, сообщил 30 декабря, что с аптек изъято и направлено на лабораторные исследования 55 бутылок сиропа от кашля ДОК-1 МАКС. По его словам, продажа препарата приостановлена. В настоящее время сиропа и таблеток ДОК-1 МАКС в аптеках нет. Гульзода уточнил, что последняя партия этого индийского препарата в Таджикистане была доставлена в 2021 году. Однако корреспонденты радио Узоди выяснили, что сироп ДОК-1 МАКС все еще находится в свободной продаже в некоторых аптеках Душанбе и Худжанда. 30 декабря они купили бутылочку этого сиропа за 30 сомони в аптеке, расположенной по столичной улице Айни. В аптеке Асль Фарм в Худжанде сообщили о наличии у них сиропа и таблетки ДОК-1 МАКС. Только в одной из больниц Куляба подтвердили факт изъятия у них этого препарата. В Узбекистане после приема препарата ДОК-1 МАКС скончалось не менее 19 детей. Первичные лабораторные исследования показали, что серия сиропа ДОК-1 МАКС содержит токсическое вещество этиленгликоль, сообщили узбекские СМИ. С 22 декабря реализация препарата в Узбекистане приостановлена, таблетки и сиропа ДОК-1 МАКС изъяты из аптек. С 23 декабря реализация препарата ДОК-1 МАКС приостановлена и в Кыргызстане. Казахстанские власти заявили, что в стране этот препарат не реализуется, поскольку срок его регистрации истек в 2018 году. Власти Узбекистана сообщили, что с 30 декабря временно приостановили продажу всех видов лекарственных средств, произведенных индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в стране, а также сегодня стало известно, что директор агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев освобожден от должности. Об этом на совещании 30 декабря объявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает его пресс-секретарь. Мирзиёев подверг резкой критике состояние в отрасли, приведшей к смерти 19 детей от лекарственного препарата. В отделении неонатальной хирургии Национального медицинского центра Шифо-Бахш Душанбе впервые провели операцию по разделению детей, приросших друг к другу. Об этом сообщает агентство Хавар со ссылкой на Минздрав страны. Сообщается, что роды женщины из Васильского района Хатлонской области были произведены путем кесарево сечения. Один из малышей, мальчик, родился мертвым, а другая девочка была в нормальном состоянии. Умерший младенец прирос головой к спине другого близнеца, которого и разделили хирургическим путем, говорится в сообщении. Отмечается, что операция прошла успешно. В Минздраве подчеркнули, что специалисты этого отделения в последние годы провели несколько видов операций по спасению новорожденных, и теперь они приобрели еще опыт хирургического разделения сиамских близнецов. В Подмосковье суд приговорил 2 граждан Таджикистана к длительным срокам за изнасилование и убийство пенсионерки в селе Бужаниново. Один из них, Бахтияр Шираев, получил 23 года колонии строгого режима, а его подельник Рахман Кулхамидов – 10 лет колонии общего режима, сообщает НТВ. По данным телеканала, все заседания по этому делу проходили в закрытом от прессы режиме.
Во время процесса звучали подробности издевательства над пенсионеркой. Это произошло в сентябре 2021 года в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом пропала 66-летняя женщина. На следующий день ее нашли мертвой в лесу. На суде было отмечено, что в тот день пенсионерка закончила службу в храме и отправилась на свой садовый участок по знакомой тропинке. Несмотря на то, что было еще светло, обвиняемые подкараулили и ее нанесли множество ударов руками и ногами, после чего по очереди надругались над ней, снимая все на телефон, а потом задушили. Из ее сумочки они забрали смартфон, а вернувшись домой, выложили видео своих деяний в интернет. По горячим следам были задержаны граждане Таджикистана 84 и 88 года рождения.